В эфире «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня гость нашей программы – депутат Государственной Думы Российской Федерации Федот Тумусов. Федот Семенович, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Поговорим сегодня с вами о законотворческой деятельности и о самых насущных проблемах якутян, которые вы помогаете решить на федеральном уровне. Хорошо? Да. Самый главный, наверное, вопрос, самая главная новость последних дней – это то, что город Якутск остался без субсидированных билетов. Это, конечно, шокировало всех жителей не только города, но и республики, которые планировали свой летний отдых. Скажите, на каком этапе сейчас обсуждение этого вопроса, что ждет нас? Да, я когда узнал про эту новость, тоже был очень удивлен, и сразу написал депутатский запрос. Накануне была радостная весть, что президент страны выделил дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование билетов для полетов с Дальнего Востока, там, европейских часть страны. И вдруг получается, что Якутск, не вошел, не получил ни копейки из этой суммы. Я сразу направил депутатский запрос на имя председателя правительства Мишустина, потом связался с Министерством транспорта Российской Федерации, встречался с Игорем Петровичем, заместителем министра, который курирует всю авиацию. Мне заверили, что сейчас решается вопрос дополнительного выделения средств, и Якутия там стоит уже первой, будет получать, поэтому в течение этого месяца, я думаю, что этот вопрос будет отрегулирован. Очень на это надеемся, в том числе с вашей помощью, что будет это все решено. Насколько я знаю, вы инициировали предоставление жилья тем гражданам, у кого нет другого, кроме аварийного. Это тоже довольно-таки проблема насущная. Как проходит процесс внесения данной инициативы? Какие шансы, самое главное, есть, что она будет принята? Вопиющая такая несправедливость, когда человек купил в аварийном доме жилье, в скором времени это жилье сносится, если и в любом случае, его выставляют на улицу, говорят, мы вам возвращаем сумму, за которую вы купили, а жилье не даем. Это несправедливо. Поэтому я, уже переговорил с председателем комитета по жилищной политике Хованской Галины Петровны, проконсультировался и подготовил проект закона, который решает эту проблему. Если у человека нет жилья, то есть это единственное жилье в аварийном доме, то обязаны уже дать жилье обязательно в новом доме, который строится вместо этого. Сейчас этот законопроект находится в правительстве. Я надеюсь, что правительство поддержит, и наше правительство, наше руководство, наша республика тоже в этом направлении работает. И суды уже начали принимать решения в пользу граждан Российской Федерации. Поэтому по всем направлениям мы на этот вопрос наступаем. Думаю, что тоже решим положительно. И тем более, наверное, надо учитывать то, что люди не от большой радости покупали такое жилье, потому что просто денег на нормальное нет. Конечно. Очень радостной новостью, не знаю, как для всех, может быть, тоже, но для меня очень сильно, это было то, что вы выступили с инициативой о дальневосточном капитале, который, как материнский капитал, будет выплачиваться просто за сам факт проживания человека на Дальнем Востоке. Как сейчас выглядит ситуация? Готов ли законопроект? На какой стадии находится его продвижение? Я бы хотел сказать пару слов, откуда появилась такая идея, родился такой законопроект. В советское время, люди, и даже в царское время люди ехали на Дальний Восток, на севера, исходя из материальных стимулов. Заработная плата, доходы здесь были 2,5 раза больше, чем на материке. То есть была прямая материальная заинтересованность. Еще, жилье на материке бронировалось, здесь предоставлялось жилье. То есть, людям создавали все социальные блага и материальные блага, чтобы в сложнейших условиях севера люди развивали экономику. Но, к сожалению, в Новой России все это исчезло. Зарплата в номинальном выражении и там, и тут одинаковая. Это означает, что у нас меньше зарплата. То есть ситуация с точностью да наоборот. Но мировой опыт, опыт Аляски, опыт Норвегии говорит о том, что без материальных стимулов люди на северах, на Дальнем Востоке, вряд ли будут долго здесь находиться. Так? Одной романтики, если не будешь. Поэтому там есть такой безусловный доход. И человек, когда рождается на Аляске, им сразу открывается счет, им начисляется в долларовом выражении $1000, чтобы был человек заинтересован. Поэтому я предложил такой законопроект,
когда, значит, тоже, когда человек рождается на Дальнем Востоке, на территории Дальневосточного федерального округа, и у него открывается счет, и, значит, определенная сумма падает на этот счет. И эти деньги должны работать на развитие Дальневосточного федерального округа. То есть их нельзя никуда вывозить. Потратить можно только да, внутри только региона. здесь, да, потому что жилье, собственное дело, значит, то есть развитие экономики на территории, там, где живет. Но если на, значит, здоровье, на обучение, то можно и на территории всей России. Это как бы мировая практика, старая, вот как говорят, хорошо забытая и старая, как в Советском Союзе. Тоже, когда человек приезжал, ему давали подъемные, ему предоставляли жилье, значит, и высокая заработная плата. То же самое сейчас надо сделать. Не так давно с вашей стороны прозвучала критика в адрес закона о просветительской деятельности. Расскажите, пожалуйста, об этом, в чем суть ваших замечаний и откуда она взялась. На самом деле, может быть, те, кто разрабатывал этот законопроект, они исходили из благих намерений, да, чтобы здесь не пропагандировался экстремизм, не пропагандировался, какие-то другие вещи, которые отрицательно влияют на состояние государства и общества. Так? И, может быть так. Но там были написаны такие формулировки, которые вообще просветительскую образовательную деятельность настолько регламентирует, да, что любое действие, которое любой профессор, там, преподаватель может реализовать, он должен обязательно согласовать, значит, ну, с Министерством образования Российской Федерации. Это, ну, мы знаем, как бюрократия работает, да, то есть это сплошное торможение. И все ученые Российской Академии Наук, большинство людей, образованных людей выступили против тех формулировок, которые были там написаны. Поэтому я тоже к этому, как бы, я представитель, понимаете, в первую очередь представитель избирателей. Меня направили, чтобы выражать и защищать интересы моих избирателей. И преподавательское сообщество, значит, выступило против тех формулировок. Значит, сейчас идет работа, значит, и те формулировки, которые были, они как бы немножко изменились. Надеемся, что в самом последнем чтении он будет, ну, нормальный цивилизованный закон. Конечно, не могу вас не спросить про коронавирус. Все от него уже, ну, если честно, то устали уже давно, не только в России, но и во всем мире. Насколько я помню, и вы переболели этой болезнью, к сожалению. Как заместитель, первый заместитель Комитета по охране здоровья в Госдуме, расскажите, пожалуйста, о нынешней ситуации с коронавирусом. Стоит ли, самое главное, ожидать новой волны весной? Знаете, я хотел бы выразить в первую очередь, как от имени Комитета охраны здоровья, огромная благодарность и низкий поклон всем врачам, медицинским сестрам, всем медицинским работникам, которые работали буквально на фронте в борьбе с этой коварной болезнью, спасали людей и сами страдали, да, им огромная благодарность. И вот эта вот пандемия показала, что у нас хорошие, лучшие врачи в мире, врачи и медицинские работники. И у нас хорошая медицинская наука. Мы первыми, значит, создали вакцину, и первые 3 вакцины уже мы имеем. Дальше идут разработки. Сейчас уже мы говорим о том, что у нас будет лекарство, которое напрямую лечит этот коронавирус. Да? То есть у нас медицинская наука, она сохранилась, она на уровне, она сильная, впереди планеты всей. Но проблем, конечно, очень много. Очень много. И самое главное, мы победим этот коронавирус, когда 80% или переболеют население, или получат вакцину. Лучше получить вакцину, чем болеть, потому что тот, который переболел, еще есть ряд последствий, потому что эта болезнь влияет непосредственно на белок. А белок от человека это от белка состоит, да, поэтому непонятно, где он еще может повредить. Поэтому лучше получить вакцину и защититься от этого, тогда вот это вот вакцинированных и переболевших станет 80%, тогда эта болезнь исчезнет. Пока ситуация сложная, значит, по некоторым оценкам у нас даже 10% значит, вакцинированных нету. А это очень плохо. А задача ставится, чтобы к середине лета, максимум к осени, мы вот эти 80% получили. Поэтому надо вакцинироваться, тем более разные варианты. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. Он в зависимости от предпочтений и от особенностей организма человека можно получить ту или иную вакцину. На прошлой неделе еще один важный вопрос. Вы лоббировали, это малая авиация. Как с этим вопросом обстоят дела? Какие шансы все-таки, что в Якутии наконец-то появится хорошая, качественная, безопасная и доступная малая авиация?
Вы знаете, вот недавно, значит, поступила хорошая новость. Вот в моем родном Верхневилюйске реконструировали аэропорт, так? Построили новое здание аэровокзала. Это все хорошо, прекрасно. Но сколько раз, значит, на Верхневилюйск летает самолет? Значит, да, раз в неделю, максимум 2 раза в неделю, так? А раньше, значит, в советское время, там 3 самолета малой авиации стоят, 2 Антошки и один Як стоял для того, чтобы устанавливать связь со всеми населенными пунктами района. Сегодня ни одного самолета нет. И такая картина по всем районам. Значит, малая авиация как бы почти уничтожена. Но сейчас есть люди, которые хотят возродить эту малую авиацию. Без этого мы не можем республику связать. Есть такие районы, населенные пункты, туда только самолет может долететь. И, кстати, вот более 600 населенных пунктов, расположенных на огромных расстояниях, это мы единственный субъект Российской Федерации с такой характеристикой. И вот эти люди, значит, для того, чтобы этим людям развивать малую авиацию, не хватает нескольких вещей. Самое главное – это нормативно-правовое обеспечение. То есть все правила, все законы, все авиационные правила построены, исходя из огромных аэропортов. То есть правила, где Шереметьево, где тот же Верхневилюйск, одинаковые. Нельзя там и требования по безопасности, да? По-моему, да, безопасность, все требования. Второе, на самолете хоть этот огромный Боинг там, да, или там маленький этот 3-4-местный самолет, правила одинаковые. Значит, это все мешает развитию. Потом финансирование, да, для того, чтобы приобрести, это сразу нельзя купить, а можно в лизинг, да, вот там тоже есть много перепонов. Поэтому мы активно работаем органами федеральной власти и федеральными структурами, чтобы можно было сделать лизинг, можно было изменить правила. Значит, капля камень точит, мы постоянно работаем, тоже с тем же заместителем министра транспорта Игорем Петровичем встречались, значит, фондом развития малого и среднего бизнеса работаем, значит, корпорации развития Дальнего Востока здесь в Якутске уже встречались. То есть очень активно работаем, скоро мы получим новые правила, я надеюсь, да, и люди смогут развивать малую авиацию у нас в республике, и это будет помогать и людям в первую очередь, и экономике. Все-таки на дворе пандемия, ограничительные меры, и как в этих условиях вы держите обратную связь со своими избирателями, какие-то предварительные отчеты, какое-то общение на текущие насущные проблемы, все это режим ВКС или это почта? Да. Расскажите об этом. Знаете, вот пандемия, она как бы цифровизацию несколько раз всех сторон жизни, цифровизации, значит, она ускорила. И в том числе вот встречи с избирателями. Но самое главное, это общение само собой. Но депутат – это представитель, да, вот он как бы собрал проблемы, но надо решать их. Поэтому самое главное происходит после того, как эта конференция прошла. Значит, как реализовать, как помочь людям, как решить ту или иную проблему. Поэтому это, с одной стороны, очень удобно, с другой стороны, значит, я думаю, что это очень эффективно. В преддверии самого главного весеннего праздника, Международного женского дня, никак не могу не задать следующий вопрос. Как вы этот праздник собираетесь провести и, естественно, ваши пожелания нашим прекрасным телезрительницам? Во-первых, я буду с семьей, со своими близкими, родными. 9 уже на работу, значит, а сейчас, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших милых женщин. Милые женщины, от всей души поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. Всегда улыбайтесь, как наше яркое весеннее якутское солнце. Счастья, любви и благополучия всем вам. Любите и будьте любимы. Федот Семенович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». В гостях у нас был депутат Государственной Думы Российской Федерации Федот Тумусов. До встречи в эфире.